Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что вас совсем скоро удивит и что шокирует. Давайте посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную и полезную информацию. Какая благая весть! Смотрите, какой голубь вышел. Благая весть, благие вести, хорошая информация, письмо, может, письмо счастья, либо какие-то важные документы. Что-то прям как с неба спустится. Здесь вы не просто удивитесь. Здесь не просто, что у вас шок будет. Это нечто чудесное, невообразимое. И очень-очень положительное, такое, знаете, аж прям теплое, тепло по телу разливается. Вот этот голубь, почтовый, наверное, голубь, ну, либо голубь счастья, он буквально спускается, медленно спускается к вам в руки. А вы ведь и не ждете, и не думаете, и даже себе не представляете. Ну да, как будто бы с чудом столкнулись, как будто бы чудо в вашей жизни произошло. Ничего не предвещало, либо все предвещало как обратную ситуацию, там негативные события, а тут такое счастье придет. И я вам так скажу, здесь вопрос по этой птичке уже решен. Видите, над птицей буква А, очень большая, конкретная буква А. Это вот как событие, открывающее для вас новый этап в жизни. Да? Вот после этого голубя жизнь ваша меняется и не будет прежней, да, все будет теперь по-другому. Больше положительных событий, больше позитива. Теперь уже нет каких-то там серьезных проблем, ну, либо самая серьезная проблема решается, потому что этот голубь к вам прилетит. Ну, тьфу-тьфу, дай Боже, да, да каждому пусть обязательно сбудется. Следующий момент. Здесь вот признание человека показано. Здесь какой-то человек вам в чем-то признается. Тут вы просто ахнете, и будет такое состояние, ну, как сон, да, что это сон, что это не может быть правдой, что этот человек не может так думать, либо так говорить, да, у вас такое состояние, даже руки немного затрясутся, и даже коленки будут как-то немножко вибрировать. Состояние, знаете, вот говорят, ватные ноги, да, на ватных ногах. И вы это ощутите. А человек вам прям так и говорит, так и так, то и это, пятое и десятое. Вот не верите своим ушам, да, вы не можете поверить своим ушам и не можете поверить, что именно этот человек так думал, либо так считает. И я так понимаю, что признание будет достаточно скандальным, и, возможно, оно против вас. Ну, допустим, да, человек, которому вы всегда что-то хорошее делали, там, помогали, защищали, поддерживали, там, участвовали в жизни этого человека, вам такой говорит, ты типа хитрая, ты типа лукавая, из-за тебя у меня там проблемы на самом деле. А вы ведь вообще ничего плохого не сделали, да? Либо человек вам говорит, я вот за тобой, ты мне нравишься, да, я в тебя влюблен, но я за тобой не ухаживаю, потому что знаю, что ты там с мужчиной живешь. И вы такая, ничего себе, какой мужчина? Нет у меня никакого мужчины. Либо человек может сказать, что он вас в чем-то таком, знаете, криминальном прям подозревает и прям уверен, что вы причастны к каким-то злодеяниям, да. И вы ахнете, скажете, да как так может быть? Ну, ты же меня знаешь, да, у нас же с тобой все прекрасно было, я там всегда рядом, никогда там слова поперек не сказала, да, никогда ничего дурного там даже в мыслях не имела. Как ты можешь обо мне так плохо думать? То есть какое-то такое признание, от чего у вас прям внутри все закипает, и, ну, такая реакция, да, вы не понимаете, да, как реагировать на эти слова. И вам кажется, что это все как неправда, да, понарошку. Но не может человек быть таким близким, да, рядом с вами и думать о вас такие плохие вещи. Да? Вот как-то так мне идет. У
кого-то, кстати, и муж может вам тут предъявить, что вы там с кем-то встречаетесь, спите, а может даже усомниться, ну, например, в чем-то. Но явно недобрая ситуация. А главное здесь, самое главное, что если вы себя сдержите, и если вы, допустим, сможете удержать ровный тон и спросите, да, почему ты так думаешь, да, почему ты в этом уверен, почему ты так считаешь, то вы до правды докопаетесь. Потому что человека явно по поводу вас обманули. А человек и рад был обманываться, да, скорее всего, там какое-то гнилое нутро, либо человек сам способен на такие страшные вещи, в которых вас обвиняют. Ну, в общем, можно разобраться. Но если вы начнете как-то сразу в позу становиться, там, в оборонительную, либо в наступательную, то, конечно, правду вы не узнаете. А если вы сможете вот удержать этот ровный тон, сказать: хорошо, а почему ты так думаешь, да, почему ты так уверен, либо уверена, человек скажет: мне то-то и то-то сказал, либо то-то и то-то мне показали. Вот. И вы поймете, кто вас подставил, вы поймете, откуда ветер дует. Конечно, делайте выводы сами. Но, как по мне, если человек вот так, знаете, голословно вас подозревает, либо обвиняет, то грош цена этому человеку, да, то, скорее всего, с такими людьми не стоит иметь дело, не стоит общаться. Да, вы очень много потратили времени, сил, денег, здоровья, помогая этому человеку, но человек оказался неблагодарный и готов, понимаете, в любую чушь и ложь поверить, даже не будет, как не стал разбираться, просто поверил и вот вам предъявил. Ну, раскроется так раскроется, да. Сделайте правильные выводы, и, ну, я вас умоляю, ни перед кем не оправдывайтесь. Если человек тупой, извините за слово, то даже если будете оправдываться, оно вам надо оправдываться, да, все равно не поймет, все равно не поверит. Вот вы без этого человека прекрасно проживете, просто чудесно. У вас и ресурсов больше будет, и времени на себя, и меньше тревог, и меньше переживаний. А этот человек, вот как начнет жить вдали от вас, так сразу все поймет. Поймет, насколько вы ценны, насколько вы важны, насколько вы добры, насколько душа у вас огромная, да, и сколько много вы этому человеку давали. Да, все встанет на свои места. Да, предъява какая-то мне идет, да, будет вам предъявлять, что ты там то, ты там все, 5-е, 10-е. И человек, ну, правда, недостоин быть рядом с вами. Как по мне, недостоин, 100%. И вам так нагло в лицо это заявлять, ну, отвратительно. Я вижу, что у вас даже сердце немножко будет болеть, ну, на почве этих переживаний, волнений. Берегите, пожалуйста, себя. И не надо так убиваться из-за ущербности других людей. Человек просто глупый, да, и считайте, что инвалид. Явно с мозгами там что-то не то. Либо там половина доли мозга отсутствует. Потому что нормальный человек никогда бы не поверил и никогда бы еще и в лицо это не высказал. Ну, что есть, то есть. Дальше, мои хорошие, вас очень сильно удивит проявление родственных связей. В вашу сторону какие-то родственники потянутся. Причем я не могу сказать, насколько вы близки были с этими родственниками. Но, судя по знаку, не очень были близки. Может быть, давно не общались, может быть, давно как-то не встречались. А тут, прям, знаете, вы для этих родственников любимая, родная, там, скучаем. Даже могут вам какие-то подарочки сделать, да, либо прислать какие-то подарочки. С вами даже могут связаться какие-то очень сильно дальние родственники, да, о существовании которых вы только лишь могли как подозревать и догадываться. Может, действительно какие-то родственники в мире найдутся, о которых вы не знали, но они о вас узнали, да, вот как связь у вас с этими людьми. То есть ваше дерево, на нем как ветки появляются, да, дополнительные, достаточно крепкие, уже здоровые ветки. То есть эти люди, ну, крепко стоят на ногах, либо у этих людей своя там история жизни. Но, тем не менее, вам совет такой с этими людьми все-таки поддерживать связь, даже если вы, ну, впервые познакомитесь, либо за долгие годы опять начнете общаться. Я не вижу дурных намерений. Я вижу, наоборот, желание восстановить семейность, семейные узы, семейные связи. И, ну, быть все-таки семьей, да, быть семьей. Кстати, вот девушки, у которых, допустим, был неудачный брак, и, может быть, и не брак, да, может, вы просто ребеночка родили от мужчины, а мужчина потом, ну, слился куда-то. Вот его родственники, получается, вашего ребенка могут с вами связаться. Вы их, пожалуйста, не гоните, они не виноваты, что у них такой сынишка, да, либо кто он там, братишка, племянник, либо там внучок.
там люди нормальные. Это проблема не их, а проблема мужчины, да, который так себя отвратительно повел. Если это какие-то супер дальние родственники, с которыми не было связи, ну, как бы по факту они были, но вы про них ничего не знаете, да, людям хочется общаться, людям ничего от вас не надо, кроме общения, кроме, ну, вот как семейной какой-то теплоты, да. И эти люди даже могут вам очень хорошо помогать. То есть у них с ресурсами, я так понимаю, все в порядке, да, жизнь как-то более-менее сложилась. И эти люди, например, ну, с удовольствием будут поддерживать вас, если есть такая необходимость. То есть все-таки, да, пусть ваше дерево крепнет, растет, разрастается, вам это на благо пойдет. Дальше, мои хорошие. Вас очень сильно удивит какой-то профессиональный человек, профессионал, да. С этим человеком у вас взаимодействие показано. Возможно, вы впервые попадете к этому профессионалу. Вы там будете сидеть, глаза как блюдца, ну, потому что человек реально крутой, да, круто работает, там все в руках спорится. Человек там такие процедуры делает, либо там, ну, очень тщательно подходит к своей работе, очень грамотно подходит к своей работе. Прям так будете удивлены, скажете, ну надо же, вот век живи и век учись, да, удивляйся, какие вот все-таки есть люди. Еще будет так жалко, да, что вы раньше не познакомились, что вы раньше не пришли к этому человеку. Прям так приятно, вот чувствуется рука настоящего профи. Да? Вот некоторые люди сами себя для красного словца называют профессионалами, а это прям профи высшего уровня. Человек никак собой не хвастается, не кичится, но дело свое знает прям на, не знаю, 100 из 100, да, на 1000 из 1000, на миллион из миллиона. Прям потом выйдете, у вас улыбка довольная. Ну, опять же, смотря, что этот человек для вас делал, да, вы будете всем рекомендовать, вы будете всем советовать. Вам вообще захочется на весь мир прокричать, что вот такой крутой человек. И скорее всего, да, вы сразу же отзыв оставите. Причем отзыв самый лучший, самый хвалебный. Ну, тьфу, дай Боже, да, чтобы каждый в своей сфере был профессионалом. И чтобы, когда вы обращаетесь за какими-то услугами, либо, ну, за какой-то профпомощью, да, вы встречали настоящих вот таких профессионалов. Дальше. У кого-то на работе удивительная ситуация приключится. Вы какого-то знакомого либо знакомую встретите, с кем вы очень давно не виделись. Ну, допустим, вы вместе в школе учились, вы вместе в вузе учились, вы вместе там где-то когда-то работали. Времени прям предостаточно прошло. И этот человек к вам придет в виде, не знаю, сотрудника, либо в виде клиента, заказчика. Ну, вот как-то мне идет, что вы по работе пересечетесь. И, что интересно, вы не узнаете этого человека. Ну, либо узнаете не сразу, а человек вас узнает сразу. Почему? Потому что вы практически не изменились. Ну, изменились как? В лучшую сторону, да? Прям помолодели, похорошели. И человек к вам там чуть ли не с открытыми объятиями, а вы такая, так, стоп, что происходит? Вы кто? И этот человек говорит, как ты меня не помнишь? Ну, мы же там вместе учились, там, за одной партой сидели, либо там вместе работали. И вы начинаете лихорадочно вспоминать, и вспомнить не можете, потому что человек действительно вот прям жизнь помотала, да, очень сильно изменился. Ну, потом, конечно, вспомните, и вам будет приятно, вы так как-то пообщаетесь, человек вам сделает 1001 комплимент, и у человека такие глаза честные, да, вы понимаете, что человек говорит вам правду, у вас самооценочка повышается, вы думаете, все-таки я молодец, да, хоть и жизнь у меня тяжелая была, но я духом не пала и себя поддерживала, да, и у меня генетика хорошая, да, выгляжу я молодо хорошо. Прям поднимает вам настроение эта встреча. Возможно, если вы будете сотрудниками, то вы часто будете общаться и вернетесь как в прошлые отношения, да, дружеские отношения. Если этот человек просто вам как клиент зашел, либо заказчик, ну, возможно, периодически будете общаться. Но я не вижу, что вы прям, там, сдружились и все, не разлей вода. Нет, такого я не вижу. Но, тем не менее, да, самооценочка у вас поднимется. Дальше. Вот у кого-то ребенок денег заработает. И вас это тоже очень сильно удивит. Я не могу понять, как. Но опять же, все детки разные. Кто-то постарше, кто-то помладше. Но явно у ребенка деньги. Вы думаете, ничего себе, у меня ребенок деньги зарабатывает.
Может быть, у ребенка вашего есть какое-то желание, какая-то хотелка, но желание достаточно, ну, по стоимости, да, не дешевое. Сейчас все дорого. И ребенок у вас просил, а вы так и сказали, да, что денег сейчас на это не хватает, либо давай там день рождения будет, тогда и подарим. Вот. И ребенок ваш проявит креативность, проявит свою самостоятельность и заработает определенную сумму денег. Так и скажет: мам, все, вот видишь, либо папа, видишь, я заработал, добавь чуть-чуть, и я свою мечту исполню. То есть это очень замечательно. Дети проявляют самостоятельность. Это прям первый показатель, что ваш ребенок в жизни тьфу-тьфу не пропадет. Да? И если у ребенка есть проблема, он не сидит и не ждет, да, пока вы клювики принесете, а начинает активную деятельность, да, для того, чтобы проблему решать. Прям дети растут, на глазах растут, и тут вот вы еще раз развиваются, полноценно развиваются. Дальше. Вас очень сильно удивит то, что будет происходить с вашими, ну, не знаю, врагами, недоброжелателями, конкурентами, с кем-то, с кем у вас не самые лучшие отношения. А с ними будет происходить что-то прям совсем тревожное, совсем недоброе и даже, я бы сказала, трагичное. Может быть, ваши недоброжелатели рассчитываются, да, по своим там долгам, по своим этим кредитным историям, когда они творили, что попало, да, а все-таки высшие силы спрашивают, да, спрашивают искупления за грехи, за проступки, за преступные действия. Может быть, эти люди в попытках какой-то нечестной, не знаю, конкуренции либо борьбы нарушают закон. Может быть, эти люди, допустим, у кого-то отыграется, что они между собой начнут выяснять отношения, да, либо столкнуться с кем-то, кто не по зубам окажется, да, либо даст им по этим самым зубам. Но я вижу, что им не до вас, а вы как-то, ну, наблюдаете за этой картинкой и думаете: вот это неожиданный поворот, вот это мне повезло, либо вот это судьба, да, крутит, мутит. Как так, да, враги слились, просто слились и, ну, в каком-то, знаете, не самом лучшем состоянии находятся. У кого-то даже отыграется, что они, ну, буквально спасают свои шкуры. Да? Вот настолько все плохо будет в жизни у этих людей. Их немного, но они есть. Они есть, и они были действительно как кость в вашем горле. Да? Вот нельзя было ни сглотнуть, ни проглотнуть. И это прям беспокоило вас. Да? А кто-то очень сильно переживал, потому что вот беззаконие, несправедливость, да, люди творят всякую дичь, и ничего им за это не бывает. Ну, видите, бывает. Бывает и будет, и каждый ответит. Вообще мне идет, что от них как будто бы удача отворачивается. Да? Если раньше вот им везло, и видно, ну, темные силы там прикрывали их зады, то сейчас все ровно наоборот происходит. Ровно наоборот. У кого-то впрямую, да, недоброжелатели между собой там разругаются, переругаются. У кого-то недоброжелатели действительно вот под ответственность попадут, да, какие-то серьезные там выяснения отношений, предъявления очень серьезные, там попробуй выпутайся, да, там как до нитки оберут. Ну, тот, кто надо, конечно, оберет, но тем не менее, ну, вот что-то происходит недоброе. Недоброе, и назад уже в обычную позицию эти люди не вернутся. Несмотря ни на что, не вернутся. Можно как забыть, вычеркнуть, забыть, стереть из памяти. Я так понимаю, что больше вы не особо будете встречаться, либо как-то вот пересекаться, этого уже не будет. Так, еще с левой стороны у вас трехлистный клевер. Трехлистный клевер — это знак удачи, это знак везения. Но вам это везение как будто бы кто-то из рук в руки передает, да? И вы... Может быть, вы от кого-то возьмете, либо вас кто-то научит, да, что делать, чтобы повезло. А может быть, человек вам что-то подарит, что станет вашим талисманом, призывающим везение и удачу в вашу жизнь. Может, это действительно будет какой-то листочек, изображение листочка, либо какой-то брелочек с листочком. Да, возможно, у человека чистое сердце, чистые добрые руки, да, и это к вам перейдет. А может, вас научат, что сделать, чтобы вам повезло, чтобы у вас все было хорошо. То есть, в принципе, варианты могут быть разные. Но этот клевер, он вам дорогу открывает. Видите, за клевером начинается новый путь.
точно сработает, 100%. Из рук в руки получаете удачу. Что бы это ни было, это удача, и она будет для вас работать, и работать очень ярко, и открывает вам новую дорогу. Хороший знак. Дальше показывают мужчину, и для мужчины идет, как, знаете, помощь отца. Ну, может, это и не отец, да, не родной вам отец, но какой-то человек относится к вам как к сыну, да, вы его как будто бы сын, там, не знаю, приемный, названный. И этот человек, ну, вот вам прям захочется сказать, что вот как отец для меня. С кем-то у вас такие прекрасные отношения сложатся. И, возможно, вы и без отца росли, а, возможно, ваш отец не так-то много времени мог вам уделять, да, в свое время. Опять же, разные есть проблемы. У кого-то там пил по-черному, а у кого-то работал с утра до ночи, да, и детей своих не видел. Ну, вот вижу, что у вас отношения с каким-то мужчиной, как у сына с отцом. Вот полноценные, теплые отношения. И вы чувствуете эту поддержку, да, отцовскую поддержку. Может, человек действительно старшего возраста, может быть, человек, ну, видит в вас своего сына, да, может, просто человек такой добрый и ко всем так относится. Но вам так будет приятно, так неожиданно вот это все откроется, и вы скажете: ничего себе, обрел отца, да, вот как-то так идет. Ну вот про отца мне идет. Может, это отец даже вашей супруги, да, который к вам как к сыну отнесется, так и скажет: у меня сына нет, ну вот ты мой сын, да. Какие-то такие добрые вещи. Вас это очень сильно удивит, и это будет очень приятно для вас. Может, на работе у вас с начальником такие отношения, как у отца с сыном. Может, вам кто-то будет предлагать стать его сыном. Ну, может, и будет, да, почему бы и нет. Ну вот как-то прям удивит и порадует, и это будет максимально приятно. Такие неожиданные эмоции, чувства у вас возникнут. Вот, это не просто дружба, это нечто большее, чем дружба. То есть в вас видят сына. Так, дальше. Вот здесь показано решение. Удивительное решение. Нет, смотрите, не так. Во-первых, сейчас что-то решается. Где-то решается. Вы об этом не знаете, вам это и в голову не приходило. Что-то решается. Через какое-то время будет озвучено решение, да, вот прям для всех его озвучат, и вы точно про это решение услышите. И решение максимально удивительное. Удивительными могут быть условия, удивительным может быть предложение, удивительным может быть вообще сама суть этого решения. Ну, что-то такое, чего никто не ждал и что в голову нормальному человеку не приходило. Может, это правительство какое-то решение принимает. Может, начальство на работе у вас решение принимает. Ну, тут и смех, и грех, да, потому что и как-то, знаете, ну, чувство реальности уходит, да, когда вы начинаете думать либо читать про это решение. Но, с другой стороны, это и неплохо. Вот и неплохо мне идет, все-таки с правой стороны. А может быть, у кого-то отыграется, что это решение будет для вас прям очень выгодным, да, и вы скажете: ну прям под меня написали это решение, либо придумали это решение под меня. Прям 100 из 100, да, вот как-то так мне идет. Удивительным будет, что люди все-таки, да, решали, думали, совещались. И удивительным будет сам контекст этого решения. Но вам на благо все-таки идет. Слава Богу, вам на благо. Не во вред, но во благо. Дальше. Вот от какого-то человека очень многое зависит. Но этот человек, он себя не афиширует. Возможно, от этого человека зависит там, ваша карьера, либо от этого человека зависит там, положительное какое-то событие для вас. Какой-то есть человек, от которого, да, все зависит, а вы об этом не знали. Вы думали, что там какая-то другая схема проигрывается, да, либо какой-то другой сценарий. И вас буквально вот кто-то за руку возьмет и к тому, кто все решает, подведет. И окажется, что человек очень такой, знаете, ну, добродушный, великодушный, доброжелательный, такой, знаете, весь из себя как одуванчик, да, ну, добрый, ласковый, пушистый. И вот не обманитесь, пожалуйста, да, потому что человек внешне выглядит максимально обаятельно, а внутри у этого человека там, как, знаете,
какой-то алгоритм, да, у человека все строго, как в аптеке, все взвешено, выверено. Вот, не обманитесь по поводу внешности, но то, что это человек главный, либо самый важный, для вас это будет поразительно. Скажете, ну как у человека такое милое лицо, добродушное, как этот человек может быть главным? Как может быть, что этого человека там все боятся, например, да? Ну вот может, да, внешность, она бывает обманчива. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, берегите себя, всем пока-пока.